Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 25 февраля по 3 марта 2024 года в городе Баткен Баткенской области состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. В рамках данной встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линий кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан. На территории Кыргызстана сегодня в 12:22 произошло землетрясение силой в эпицентре около 6 баллов, сообщает Институт сейсмологии. По данным ведомства, очаг землетрясения располагался в 35 километрах к северо-западу от города Чолпон-Ата, в 40 километрах к югу от города Алматы, в 190 километрах к северу города Бишкек. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила в городе Алматы 4,5 балла, в городе Чолпон-Ата 4 балла, в Бишкеке, руднике Кумтор, Караколе ощутили 3,5 балла. На прошлой неделе в стране было зафиксировано более 20 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД Кыргызской Республики. Согласно данным, 253 случая управления авто без документов, 231 случай управления в состоянии алкогольного опьянения, 75 нарушений тонировки стекол, 1015 нарушений с участием пешеходов, 3187 нарушений правил эксплуатации транспортного средства, 2 случая автохулиганства, 3600 случаев превышения скорости, 2 факта управления транспортного средства с подложными номерами. Кроме того, было зафиксировано 12 700 других нарушений. 1208 автомобилей были отправлены на штрафную стоянку за нарушение ПДД. ГУБДД МВД призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. В Бишкеке выявлена нарколаборатория по выращиванию марихуаны, сообщает пресс-служба ГУВД. По данным милиции, поступила информация о том, что неизвестные граждане на территории одного из гаражных кооперативов, расположенного на улице Малдыбаева, организовали лабораторию по выращиванию каннабиса для дальнейшего сбыта в столице посредством интернет-магазина. По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по статье 288 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В рамках уголовного дела проведены обысковые мероприятия в доме постоянного пребывания одного фигуранта, который в добровольном порядке выдал милиционерам вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом конопли с общим весом вместе с упаковкой 37 граммов. Подозреваемые 1999 года рождения и 1993 года рождения доставлены в следственную службу районного управления и в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ВВС города Бишкек. Расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые экспертизы. На скоростном шоссе города Филадельфия, штата Пенсильвания, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 кыргызстанца. Информацию подтвердили в МИД Кыргызской Республики. По данным посольства Кыргызстана в США, установлены личности погибших граждан 2022 и 2003 годов рождения. Поддерживается оперативная связь с их родственниками. В настоящее время посольством Кыргызской Республики проводятся соответствующие работы по выяснению всех обстоятельств происшествия, а также прорабатывается вопрос по доставке тел погибших на родину, проинформировали в МИД Кыргызской Республики. Вклад трудовых мигрантов в экономику Кыргызстана признается значительным. Особенно заметен рост числа женщин, уезжающих за границу в поисках работы, стремясь помочь своим семьям и улучшить свое положение. Однако в своем стремлении к лучшей жизни мигранты сталкиваются с рядом проблем. Заметной тенденцией последних лет становится рост женской миграции. Одной из таких женщин является Рахима Икынбаева, которая провела почти полгода в миграции в России. Она, как и многие другие мигранты, отправилась заработать больше денег. Однако значительная часть заработанных средств уходит на проживание, питание и другие нужды, говорит Рахима. 2021 миграцияга Россия мамлекетине чыгып келгем.
За кажущимся благополучием в чужой стране часто скрываются сложности и вызовы, с которыми приходится сталкиваться мигрантам. Я 4 месяца провела в России, работая швеей. Однако тоска по детям вынудила меня вернуться на родину. Сейчас в моих планах начать свой бизнес и развиваться в родной стране. В большинстве случаев женщины, отправляющиеся на работу за границу, сталкиваются с трудностями, особенно если их переезд происходит нелегально. При такой форме миграции они сталкиваются с проблемами доступа к социальным услугам. Второй серьезной проблемой является оставление детей у родственников. Зачастую это приводит к тому, что дети остаются без должного присмотра и защиты, становясь подверженными различным формам насилия. В большей части женщины, которые уезжают в миграцию, они сталкиваются с трудностями в том случае, если они туда уезжают нелегально. То есть, если они попадают в такие условия, когда их там обманным путем вывозят, и приехав, например, в Россию, если они не могут, скажем, правильно стать на учет, зарегистрироваться, получить, медицинские полисы, тогда, получается, и она сама, и ее дети не могут получить доступ к социальным услугам. И, конечно, это очень большая проблема. И вторая проблема глобальная, очень актуальна, то, что когда женщины уезжают в миграцию, они часто оставляют детей у родных или у знакомых, и тогда, конечно, уровень безопасности он снижается в отношении детей. И мы видим, что и дети остаются без присмотра, могут подвергнуться насилию, допустим, другим каким-то происшествиям. Поэтому очень важно, чтобы в Кыргызстане создавались как можно больше служб по поддержке матерей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, служб по поддержке женщин-мигрантов, создавались рабочие места, и тогда не будет такой нужды, необходимости, чтобы дети разлучались с родителями. Сегодня состоялся форум по поддержке женщин в миграции и их семей. Основная цель мероприятия – обсудить трудности, с которыми сталкиваются женщины-мигрантки и их семьи. Форум стал площадкой для диалога и выработки рекомендаций. По данным анализа выяснилось, что родители более 4000 детей в Чуйской области находятся в миграции. В области принимаются меры со стороны государства для удержания женщин в регионе, включая открытие новых предприятий и создание рабочих мест. Только в 2023 году было создано более 24 тысяч новых рабочих мест. Сегодня проводится форум поддержки женщин, которые находятся в миграции, женщин и их семей. На данном форуме принимают участие также приглашены женщины-предприниматели, также приглашены семьи, в которых женщины, активно заключив социальный контракт, на сегодняшний день показывают хорошие результаты, открывая сами дело. Помимо этого, в каждом районе Чуйской области, в городе Токмак, на сегодняшний день проводится масштабная разъяснительная работа с женщинами, которые находятся в миграции, а также собираются в миграцию. Со стороны государства активно ведется работа по созданию всех благоприятных условий для наших женщин. Отметим, что в текущем году правительство намерено создать не менее 250 тысяч рабочих мест по всей стране. Это одна из самых главных задач Кабинета министров на 2024 год. Если говорить о миграции, как вы знаете, наш уважаемый президент Садыр Нуркоджоевич Жапаров подписал указ. Из первых указов, это номер 4 указ. На основании указа был принят концепция указа. После концепции, в данное время Кабинета министров на свой план уже внесли план мероприятия именно этой концепции. На данный момент за рубежом находится около 1 миллиона наших мигрантов, граждан наших. И в связи с этим в этом году мы уже Кабинет министров на план свой внес именно по открытию 250 тысяч рабочих мест. И поэтому сейчас работа ведется в полном мере. В Кыргызстане зарегистрировано более 1 миллиона трудовых мигрантов. Основной возраст мигрантов от 18 до 45 лет. Среди стран Центральной Азии Кыргызстан занимает первое место по масштабам женской миграции в Россию. Женщины составляют около 48% всех трудовых мигрантов из страны. Сымбат Алмазова, Смаган Таирбеков, УТРК Чуй.
Основой экономики является производство, а наибольший объем производства сосредоточен в Чуйской области. Одним из ведущих предприятий в этом регионе является завод по производству слоеного теста. Целью предприятия является не только удовлетворение потребностей внутри страны, но и экспорт продукции за границу. В Аламудынском районе успешно функционируют предприятия по производству слоеного теста. За последнее время завод значительно увеличил свою производительность. Если ранее ежедневно заготавливалось 20 килограммов теста, то сейчас объем производства составляет более 3500 килограммов в день слоеного теста двух различных видов. Начинали мы с изготовления 5-6 килограммов теста. Постепенно объемы начали увеличивать из-за высокого спроса. Так началось развитие. Вначале был только один станок, затем купили еще. Так начался бизнес. Аппарат знает точное количество ингредиентов, необходимых для производства, а также автоматически замешивает тесто и раскатывает его. В рамках госпроекта в прошлом году было привезено специализированное оборудование из-за границы по кредиту. За полгода после его внедрения работа значительно ускорилась, а объем производства вырос в несколько раз. После тщательной работы станка, на котором производится слоеное тесто, каждая порция приходит в специальное место для взвешивания. Каждая порция теста рассчитана на точное количество 20 штук самсов. Затем мы их отправляем в морозильник. Спрос на слоеное тесто остается высоким. Продукт, используемый для приготовления различных видов сладкой выпечки и многих других блюд, доступен в магазинах по всей стране. Слоеный бездрожжевой гамур бар и слоеный дрожжевой гамур бар. Есть слоеное тесто без дрожжей и с дрожжами. Упаковки у них разные. У теста элита состав другой. Сюда добавляется больше масла, за счет чего качество у него высокое. В день мы изготавливаем до 4 тонн. Спрос высокий. В планах еще больше увеличить объем производства. Предприятие в настоящее время ограничивается удовлетворением внутреннего спроса, но имеет цель начать экспорт в соседние страны. Продукция успешно прошла все необходимые проверки и получила сертификат соответствия для экспорта за рубеж. Планируется расширение предприятия, что приведет к увеличению рабочих мест и развитию производства. Самбат Алмазова, Эрмек Кадыров, УТРК Чуй. Есть угроза, что мы выйдем на уровень мертвого объема воды в Токтугульском водохранилище, сообщил заместитель министра энергетики Талайбек Байгазиев. По его данным, на сегодня объем воды составляет 7 миллиардов 753 миллиона кубометров, а в прошлом году составлял более 8 миллиардов. Из-за большого потребления работает системная автоматика ограничения нагрузки. В этом году из-за дисбаланса она работает в часы вечернего максимума, поэтому в некоторых районах возможны регулировочные мероприятия. Норматив на март составляет 54 миллиона киловатт-часов в сутки, но мы уже превышаем отметку. Если в дальнейшем такой темп продолжится, есть угроза, что мы выйдем на уровень мертвого объема воды в Токтугульском водохранилище, пояснил Байгазиев. Он уточнил, что мертвый объем составляет примерно 6,5 миллиардов кубометров. Замминистра добавил, что суточное потребление электроэнергии выросло из-за того, что абоненты злоупотребляют обогревом помещений электроустройствами. В целях поддержки политики цифровизации президента Садыра Джапарова Чуйская электросетевая компания в этом году установила более 14 тысяч умных счетчиков в Аламудынском и Суклукском районах. Однако некоторые потребители электроэнергии мало верят в умные счетчики, что вызывает ряд вопросов. В связи с этим на место выезжают специалисты и проводят разъяснительную работу. В жилом массиве Крыманджаны Аламудынского района проживает около 1600 жителей. У 70% из них сегодня установлены умные счетчики. Некоторые жители с подозрением относятся к умным счетчикам и отказываются. В связи с этим соответствующие сотрудники Чуйской электросетевой компании ходят по домам, демонстрируют работы умных счетчиков и проводят разъяснительную работу. Бұл сізге қанша қуаттылық берілгендігі азырғы уақытта сізде 5 киловатт. Bir уақытта одновременно қолдансаңыз 5 киловаттқа шейін көтереді. Министерство энергетики
устанавливаем умные счетчики. Это в первую очередь связано с тем, что мы получаем возможность после установки снимать показания дистанционно, отключать задолженников, потом подключать. Ну, это во всех развивающихся странах это в первую очередь цифровизация. Ну, всем удобно. Отличие умного счетчика, устанавливаемого в рамках цифровизации от старого счетчика, состоит в том, что он автоматически передает показания на сервер компании в режиме реального времени, предотвращает перегрузку электрооборудования и обеспечивает удаленное обслуживание клиентов. Например, этот процесс способствует экономному использованию электроэнергии. Счетчикті қойғанына 15 күндей болып қалды. Примерно 15 дней назад прошло, как поставили дом умный счетчик. Очень удобно, так как у нас есть природный газ, и дом мы топим, мы используем электричество для бытовой техники. Если отключается от перенагрузки, мы сразу с помощью кнопки можем обратно включить. Обогреватель, холодильник, автомат. До сих пор жители использовали электроэнергию индивидуально, но экономия энергии началась в домах, где установлены умные счетчики. Это связано с тем, что если одновременно использовать всю бытовую технику, свет автоматически выключается, но его можно снова включить через несколько секунд. Реле қосылып тұрады, бұл реле. Шу қолданылған қуаттылық 5 киловаттан ашқанда ушул реле ажыратылып электроэнергия автоматтық түрде өчөт. Өчүп калган учурда бул жашыл кнопканы басып 7 секунд кармап турсаңыз кайра күйөт. Если понять эти счетчики, то очень легко с ними жить. Нам объяснили, что нужно экономить электричество. Всех призываем рационально использовать электроэнергию. Эти работы позволят снизить технические и коммерческие потери и повысить качество электроснабжения. Всего в Чуйской области установлено 86 тысяч умных счетчиков. Жители также могут узнать, сколько энергии они израсходовали, и оплатить ее через мобильное приложение «Мой свет», не дожидаясь квитанции. Айслом Мурзакова, Шаршинбай Акынбеков, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй. В Нарынской области 143 школы, и большинство из них нуждаются в капитальном ремонте. За последние 2-3 года наблюдаются активные усилия в этом направлении. Однако проблемы в образовательной сфере остаются актуальными. В средней школе Достук Нарынского района имеется достаточное количество проблем, которые препятствуют улучшению качества образования. Школьное здание нуждается в ремонте, который финансируется за счет спонсоров, чтобы обеспечить комфортные условия для 125 учащихся. Косметические ремонты школа проводит за счет спонсоров. Окна нашей школы были полностью обновлены за 2 миллиона сомов. Проект был финансирован АРИС. Кроме того, так как электрические лампы в школе были устаревшие, их замену также финансировал за счет Атбашинской ГЭС, местные учреждения и жители села. В школе были заменены лампы на энергосберегающие и установлены новые светодиодные лампы. В школе, построенной в 60-х годах прошлого века, помимо нехватки их классных кабинетов, также отсутствует актовый зал. Это создает препятствия для проведения дополнительных учебных занятий и кружков. Класс здесь. Не хватает классов, здание маленькое. Расширение учебного заведения было бы отличным решением для улучшения образовательной среды. Я поддерживаю идею расширения школы и готова оказать помощь в этом вопросе для развития образования в нашем районе. В Нарынской области десятки образовательных учреждений нуждаются в капитальном ремонте. Например, в школах сел Сарыой, Уруктам и Урток, расположенных в отдаленных долинах, требуется полная реконструкция. Тем не менее, строительство и введение в эксплуатацию новых школ в указанных долинах создают надежду на улучшение ситуации. Айслом Мурзакова, Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чуй, Нарынская область. В Кыргызстане за 9-ю неделю зарегистрировано 15 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Госсанэпиднадзор. По данным ведомства, из них в Бишкеке 8 случаев, в Ваше 4, Чуйской области 2 и Сыкульской области 1. Проведение мониторинга заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
Кыргызстанцы на следующих выходных в честь Международного женского дня отдохнут 3 дня подряд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции. В ведомстве пояснили, поскольку 8 марта, пятница, Международный женский день является праздничным нерабочим днем. В государственных организациях 7 марта будет короткий день. Таким образом, кыргызстанцы смогут отдохнуть 3 дня подряд с 8 по 10 марта. Кроме этого, длинные выходные граждан ожидают с 21 по 24 марта. Праздник Наурус, который отмечается 21 марта, в этом году выпадает на четверг. В этой связи Кабинет министров объявил 22 марта нерабочим днем. Вместо 22 марта кыргызстанцы будут работать 8 апреля. Это были итоги дня. В студии работала Самбат Алмазова. До скорой встречи.